А во дворах, вот все дворы, все убитые. Вот я таксую, да, все дворы убитые. Что город взять, Орбиту, Морозово, дворы. Эжво, да, у нас вот центральная улица Мира. Она вся уже рассыпается. 5.06.2017 год. Нужно реально наводить порядок в Эжвинском жилкомхозе. Слушай, не трактора ходят, а люди ходят. Вон, стены, блин, что? Мы же деньги платим. Деньги уходят туда, а толку нету. Они говорят, мойте сами. У нас нет уборки. Я говорю, как это так? У нас же удерживать за это деньги. Содержание жилого помещения 927. Расходится дом. Ни одна жилищная компания толком свои прямые обязанности выполнять не хочет, а деньги берутся и за капремонты, и просто за ремонт. 730 рублей содержание и ремонт. Я капремонт не плачу, я сказал, что это фикция, все. Я стою в очереди на улучшение жилищных условий 30 лет в администрации. Я за что плачу за капитальный ремонт? Я не понимаю просто. С чего меня берут? Капитального ремонта не будет. Наш дом признан, у меня есть документы, не пригоден для постоянного проживания. В этот дом нас вселили добровольно-принудительно. Из одних бараков переселяют в другой барак. С плинтусов все дует, аж зимой аж вода, вот ветеря аж прямо возле плинтусов все в воде. Вообще очень холодный дом. Работа двух сторон. Населению не быть пассивным, обращать на те или иные проблемы, указывать чиновникам, что надо, чтобы они хотели, где бы они хотели. А естественно чиновникам уже работать, прислушиваться к мнению населения. У меня одногруппница уехала учиться в другой регион, и вернувшись сюда, она сразу отметила низкий уровень сервиса в нашем городе. Да и что в целом мало авангардных мест, куда будет трудно устроиться молодому специалисту. Я люблю свой университет, мне нравятся мои преподаватели, но я не вижу перспектив, куда я смогу себя подать, а тем более не имея опыта работы. Тут нету работы. Как устраиваться на работу, если еще опыта нету? У нас в городе нечего делать. Хочу обратиться к Гончаренко Василию Анатольевичу, чтобы он оглянулся, посмотрел, что он сделал за эти 7 лет. Люди даже проехать не могут. Не берут на работу меня по той причине, потому что у меня 3 детей. Я мама 12 детей. Помощи от государства не получала. Только унижение. Писала сейчас в Минздрав, получается, письмо. Мне ответили, что есть список бесплатных лекарств у них на сайте. И нам так и ничего и не выписали. Еще ни разу в этом году я бесплатного лекарства не получила. Которые выписывают хорошие таблетки, пить которые надо, да, их бесплатно нет. За свои деньги все равно все покупаешь. Пенсия у пенсионеров довольно-таки маленькая. Если добавку добавляют, в это же время повышается цена на продукты. В Республике Коми недостойно жить пенсионерам.